Добрый день. Самое великое, самое прекрасное, самое чистое, самое святое, что есть у нас на земле, это божественная литургия. Слово литургия означает общее дело. Это когда мы вместе собираемся в храме, сообща, и среди нас является в святых тайнах сам Господь Бог. Он вездесущ, Он везде присутствует в этом мире своей благодатью, Он повсюду слышит наши прошения и помогает нам, и исполняет во благих наши прошения, но для того, чтобы нас осветить, для того, чтобы дать нам исцеление души и телу, нам, которые отпали, отошли от Него, которые иссыхают от жажды и голода без общения с Ним, Он подает себя в святых таинствах своих. Он прощает нам грехи, когда мы обращаемся к Нему в таинстве крещения. Он исцеляет души и телеса наши таинством соборования. Он прощает нам и те согрешения, которые мы совершаем после крещения в таинстве исповеди. Все это для того, чтобы мы принимали величайшее таинство из таинств, чтобы мы принимали святое причащение, или, как называется еще по-гречески, святую Евхаристию. Евхаристия означает благодарение, то есть воздаяние за ту благодать, которую мы получаем от Бога. Люди собрали в божественной литургии самые лучшие свои дары. Святые отцы вложили туда свои богодухновенные молитвы. Мы читаем на божественной литургии Священное Писание, и поэтому действительно она чиста, потому что она вся наполнена божественными словами и очищается божественной благодатью. И эта чистота касается, то есть прикасается к нам, когда мы сосредоточенным умом и сердцем молимся на божественной литургии, то благодать Божия входит в нашу душу и возвышает нас к горе. Горе, то есть означает вверх. К горе имеем сердца, призывает священник, когда начинается евхаристический канон, то есть самая сердцевина, самая главная часть божественной литургии. И эта чистота коснется даже самого греховного, самого заскорузлого сердца, потому что в каждом человеке неистребим, неуничтожим Божий образ, и искорку своей чистоты Господь вложит каждому. И как бы хотелось, чтобы мы приходили на божественную литургию действительно для общего дела, а наше общее дело – это движение к Царству Небесному. Это жизнь самой Церкви. Господь принес нам небесную, божественную любовь. Он создал из нас, из живых камней, святую Церковь на земле. И Он дал нам дело. Он сам таки сказал: вот дело вам веровать в того, кого Бог послал, в Него, в Сына Божьего и Сына Человеческого Иисуса Христа. И как бы хотелось, чтобы мы приходили на божественную литургию не только постоять и помолиться, и полюбоваться тем благолепием, которое там происходит, и унести с собой в памяти ту тишину и то благозвучие, которое происходит на литургии. А чтобы мы приходили туда приобщиться святых Христовых тайн, сколь можно чаще, чтобы мы к этому таинству приступали, не ленились, не откладывали, и уж тем более не препятствовали себе для причащения для святого причащения, чтобы мы не препятствовали себе постыдными грехами. Апостол Павел, например, писал Коринфянам, что когда он услышал, что у них появился некий человек, который творит блудодеяние, да еще такое особенное, то есть с родным человеком творит блудодеяние, он говорит: отлучить его надо от чаши. Вот церковь
не применяет к человеку насилие, скажем, телесного наказания, как это может сделать власть светская. Но церковь может отлучить от источника жизни, от источника любви. Чашей мы приобретаем бессмертие, чашей мы согреваем свою душу, чашей мы соединяемся с самим Богом, чашей мы соединяемся друг с другом, и все живые, и усопшие, и святые, и ангелы, и архангелы, все присутствуют на божественной литургии. Мы приносим туда с собой в своей памяти, в своих сердцах десятки, сотни, тысячи имен. Мы молимся об этих нуждах. И Господь изливает благодать по всей земле ради нашей молитвы, ради своей жертвы, которую Он принес на кресте. Люди вложили в божественную литургию, как мы сказали, все самое лучшее, все самое возвышенное. Святые отцы потрудились над усовершенствованием ее чина, над наполнением этого чина своими молитвами, возгласами. Люди музыкальные потрудились, чтобы сложить самые прекрасные, гармоничные, благочестивые песнопения, которые там поются. Люди, владеющими кистями и красками, потрудились, чтобы создать святые иконы, чтобы через эти священные изображения передать нам в меру вместимости души нашей красоту невидимого духовного мира. Многие люди потрудились и своими руками, строя здание, то есть храм, для того, чтобы в нем, на Святом Престоле, совершалась божественная литургия. Многие и от трудов своих принесли жертвы, принесли свои финансовые пожертвования или сами потрудились для того, чтобы воздвигли стены этого храма, чтобы в нем был свет, чтобы в нем было тепло, чтобы в нем была чистота, чтобы в нем было убрано, чтобы в нем стояли прекрасные цветы, дары природы, чтобы мы приходили и получали возможность причаститься, то есть соединиться с самим Христом. И, как говорится в пасхальном песнопении, которое произносится после приложения святых даров: «Подавай нам исти тебе причащайтесь в невечернем дни Царствия Твоего». Мы верим, что Господь придет вновь на землю, и что Он воскресит всех людей, и Его верные люди, ученики, они будут жить им, они будут причащаться Его, и исти, то есть еще больше, еще ближе, еще теснее, чем сейчас. Апостол говорит, что мы сейчас видим как бы гадательно, как бы сквозь тусклое стекло, а тогда мы увидим Бога вполне. Будет Бог вся во всем. Божественная литургия нас к этому готовит. На божественной литургии происходит примирение. Примирение людей друг с другом. Это является обязательным условием, чтобы человек приступал, то есть подходил к святым таинствам, чтобы он был примирен с теми, кого он обидел, поспешил загладить свои грехи, попросил прощения, чтобы сам ни на кого не держал обиды, чтобы всех простил и отпустил. Мы в молитве ко святому причащению говорим: «Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим». Мы должны сами первые стараться примириться с теми, кто нас опечалил. Мы приносим в храм на божественную литургию хлеб и вино. Это дары земли. Это Господь изливает на землю солнечный свет и дождевую влагу, и земля дает плод свой, она выращивает из себя злаки. И святой Иоанн Кронштадтский говорит, что дождь льет, и солнце светит, и хлеб рождается, и вино образуется для того, чтобы совершалась божественная литургия. Можно сказать, что весь мир существует ради этого. И он говорит, что считай для себя потерянным каждый день, в который ты не был на божественной литургии.
И даже если у нас нет возможности бывать на ней каждый день, хотя хочу уверить вас, что если человек действительно переживает глубиной души это великое таинство, если он его принимает, если сердце его тянется, и он хочет и просит у Бога возможности бывать на ней сколь можно чаще, то жизнь его устраивается так, что у него такая возможность предоставляется. Есть люди, в том числе и семейные, и работающие, которые находят возможность, по крайней мере, несколько раз в неделю, а иногда даже и каждый день бывать на святой литургии. Они и молятся, и причащаются весьма часто, и, выходя из храма, они несут с собою силу и благодать. И в этом тоже есть наше общее дело, что мы не только собираемся для молитвы и для соединения с Богом в этом таинстве, а мы должны нести свет и красоту, и смирение, которое мы получаем там, и Слово Христово, которое мы слышим там, и слова проповеди, и все благолепие церковной службы, которую мы получаем на божественной литургии, мы должны нести окружающему миру. Мы должны иметь как бы на себе отпечаток этой небесной красоты, которая совершается в храме, и возвещать это всем людям. Кому словом, кто готов слышать, кому молчанием, тем, кто не готов принять, кому и просто даже обликом своим, своими движениями и тишиной своего сердца. Литургия замечательна тем, что мы на ней должны научиться молчать. Мы в жизни очень много говорим, иногда даже и пустословиями ругаемся, и всякое слово скверное, оно оскверняет нас самих. Гневное слово наполняет сердце гневом, изгоняет из него благодать Божию. Слово, скажем, ругательное тоже отрезает твою душу от общения с другими людьми. А вот когда мы молимся, мы должны научиться не только говорить, мы должны научиться стоять и молчать, слушать службу, произносить вслед за службой эти слова и прикладывать их к своему сердцу. Вот это великое умение, это великий дар, это действительно богомыслие и богословие, когда человек, говоря, каждое слово пропускает через сердце. Как мы говорим, от сердца говорит. Или сердечная беседа. И вот сегодня, после службы, мы возле храма разговариваем с молодым человеком, который тянется к Богу, который приходит на исповедь, который бывает на божественной литургии, но не может пока побороть одну страсть винопития, которая его одолевает, и сокрушается, и жалеет об этом, и просит, чтобы Господь ему помог. И сегодня, разговаривая с ним, я заметил, что он спешит что-то сказать. Даже слушая слово, он спешит ответить, он спешит прокомментировать. А ведь такая молитва не может быть сильной. Он молится, но не может своей молитвой победить страсть. И я напомнил ему слова священномученика Игнатия Богоносца из его послания, что тот, кто научился слышать Слово Христово, тот должен научиться слышать и его молчание. Действительно, мы должны научиться слышать молчание Христово и беречь Христа в своем сердце. В божественной службе сам Господь подходит к нашему сердцу и вселяется в него. И сберечь его – это и значит пребывать в благодати. Когда мы освящаемся, когда мы причащаемся, мы в меру нашей веры, в меру нашего усилия, мы становимся святыми. И вот сберечь себе это освящение, удержать себя от греха молчанием, воздержанием, особенно воздержанием во всем, это и значит пребывать с Богом. Нам дается такая возможность, и просите, и дастся вам. Нередко приходится встречаться с вопросом, а почему же именно после службы в храме часто бывает искушение, часто сам
я раздражаюсь, спрашивает человек, или ссорюсь с окружающими? Ну, потому что мы очень легко теряем благодать. Она к нам приходит, и мы как бы не сберегаем ее, вот как нам талант этот данный нам. А молитвы после причащения непродолжительные. Для того, чтобы... Это не значит, что мы не должны трудиться. Это значит, что мы должны, вот совершив эти молитвы, мы должны постоянно пребывать в молитве. Что мы и получаем силу от Бога для того, чтобы соединяться с Ним и дальше, как бы удерживать Его в себе. Молитвой, сосредоточенностью, богомыслием. И переходя ко второй теме сегодняшнего нашего разговора, мы можем сказать, что все богатство, всю благость, всю красоту, все благолепие, всю силу, которую Господь нам даровал в божественной литургии, Он даровал нам через свой крест. Ведь когда Христос ходил по земле, Он творил чудеса, Он умножал хлебы, Он укращал бури, Он исцелял больных. И люди, которые были с Ним, люди чистые сердцем, они дивились, потому что видели, что действительно сама жизнь, как говорит Иоанн Богослов, апостол, явилась нам. И мы видели эту жизнь и свидетельствовали. Настоящая истинная жизнь. И вот удивительная тайна божественная, что эта жизнь, которая явилась нам, она теперь переходит уже в нас самих. Она, так сказать, перетекает в наши души, переливается в наши вены, вливается в нашу кровь через смерть. Жизнь должна умереть, чтобы мы жили. И если мы внимательно понаблюдаем за окружающим миром, то мы увидим, что на этом принципе, на принципе жертвенности, на принципе самоотдачи построен весь мир. И солнце, как говорит преподобный Иустин Попович, солнце жертвует собой, воплощаясь в тех предметах, которые оно согревает. И мать жертвует собой, рождая ребенка. И воин жертвует собой, полагая свою жизнь на поле брани. И пища жертвует собой, чтобы дать нам телесные силы. Пища, которую мы поглощаем, она умирает или в процессе приготовления, или уже в процессе употребления, но через свою смерть она дает нашу новую жизнь. И вот так же и Господь. Вот Он про себя говорит, если с деревом зеленеющим это делают, то с сухим что будет? Он действительно дерево зеленеющее, дерево цветущее, дерево, имеющее жизнь в самом себе. Он так говорит, что как Отец имеет жизнь в себе самом, так дал и Сыну иметь жизнь в себе самом. Сын имеет жизнь в себе самом, потому что Он единосущен Отцу. А в человеке, в самом по себе человеке жизни нет. Человек приобщается жизни по благодати Божией. Нам дается жизнь земная, биологическая, через рождение от родителей, через питание, через движение, через дыхание, через свет, через воду, воздух. Но эта жизнь конечная, она ограниченная. А вот жизнь духовная, жизнь, вводящая нас в вечную жизнь, жизнь нашей души, то есть развитие нашей души, пребывание Бога в ней, оно дается нам через Христа. И мы его принимаем святыми таинствами. И для того, чтобы дать нам себя самого, он должен был принять смерть на кресте. 27 сентября мы отмечаем праздник воздвижения креста Господня, то есть тот праздник, установленный в честь обретения святой царицей Еленой креста Господня. И в трудах святителя Дмитрия Ростовского можно найти подробное описание этого события, как это случилось, о том, что император Константин, дважды побежденный Максентием, находился в великой печали, и при наступлении вечера, возведшего очи свои на небо,
он увидел сложное письмо, на котором было написано: «Призови меня в день скорби твоя, и изму тебя, и прославишь имя». Это слова из 49-го псалма. Устрашенный, он снова возвел очи на небо и увидел, как прежде, крест на небе, изображенный звездами, и вокруг его надписание: «Всем знамени победиши». И тогда он повелел сделать крест Господень из золота, бисера, драгоценных камней и изобразить знамение креста воинам на всем оружии, на шлемах и щитах. И уразумев из всего силу, то есть совершив победу, уразумев из всего силу распятого на кресте Христа и уверовав, что Он есть единый истинный Бог, Константин крестился во имя Его вместе с достохвальной матерью своей Еленой, которую по ее великому благочестию он послал в Иерусалим для обретения честного креста Господня. Она обошла святые места, очистила их от идольского осквернения и изнесла на свет многие мощи святых, призвала иудеев и просила их, чтобы они показали место, где скрыт честный крест Господень. Они стали отрекаться и говорить, что не знают, и показали ей некого старца по имени Иуду, говоря, что он может показать царице то, что она ищет, потому что он сын уважаемого пророка. И он показал это место. На этом холме тогда был построен храм в честь языческой богини Венеры, там стоял идол, и этот храм был разрушен, земля и камни рассыпаны, раскопаны, и по совершении, сказано патриархом Макарием на том месте молитвы, разлилось в воздухе благоухание, и тотчас по направлению к востоку были обретены гроб Христов и лобное место, и близ его нашли зарытыми 3 креста, а потом и гвозди. Поскольку не могли определить, какой из найденных крестов это принадлежит Иисусу Христу, то случилось, что в то время несли некого мертвеца для погребений. Тогда патриарх Макарий приказал носильщикам остановиться, и кресты были возлагаемы по очереди на мертвеца. И когда был возложен на него крест Христов, мертвец тотчас воскрес, и силой божественного креста Господня стал живым. Вот пример того, как смерть Христова дает людям новую жизнь. Это уже наглядное, так сказать, лицезрение, оживление, но и когда человек ради веры во Христа оставляет грех, а всякий грех есть духовное умершление человека, есть, так сказать, начаток смерти. Когда мы побеждаем грех, значит, действительно наша жизнь созидается через смерть Христову. И тогда царица, с радостью приняв честный крест, поклонилась ему и облобызала его. И в то время, по причине тесноты, некоторые не имели возможности увидеть и облобызать святой крест и просили, что, по крайней мере, издали показали бы его им. Тогда Макарий, патриарх Иерусалимский, став на возвышенном месте, воздвигая крест, показывал народу, а народ восклицал: «Господи, помилуй». Отсюда и получил свое начало праздник воздвижения, то есть поднятия вверх, возвышения честного креста Господня. И крест действительно возвышается, воздвигается, он находится на главах наших храмах, когда-то позорное, постыдное орудие казни, к которому относились с суеверием, а сейчас мы его украшаем золотом, драгоценными камнями, драгоценными металлами, различным искусством рук человеческих, потому что это победа жизни над смертью. «Воздвигло еси наше падшее естество, Христом распеншимся, совоставив высоту божественное, глубину неизглаголанное, Христово ты еси знамени кресте пребогати, и широта безмерная, и знамени непостижимой Троицы, жизненно носче». Вот это в каноне честному животворящему Христову, 8 песне, такие слова читаются. Крест воздвижется, и падают духов воздушных чиновей. Крест не сходит, и нечестивые все ужасаются, яко молнию, видящий крестную силу. То есть крест воздвигается,
ну, скажем, устанавливается при при въезде в город, или человек на себя крестное знамение накладывает, или носит на себе нательный крест, как знамение веры в распятого за нас Господа Иисуса Христа. И демоны, то есть духи падшие, они теряют свою силу. Кстати, в кресте вот его символика, его сама суть, хотя он и был изобретен именно для мучительного распятия, страдания людей, но мы видим в нем пересечение. То есть, во-первых, это вертикальную перекладину, которая как бы образно соединяет небо и землю, и горизонтальную, которая соединяет, так сказать, всех вокруг, всех собирает. Так же, как мы собираемся в храме на божественной литургии и молитвой своей соединяем и людей, и ангелов, и святых, и усопших, все соединяются вокруг Агнца Божия, вокруг Христа, распятого и воскресшего. И вот в кресте как бы Господь соединяет небо и землю, то есть соединяет людей с Богом. Люди никак не могли сами соединиться с Богом, только благодаря тому, что Господь сам Святым Духом через Пресвятую Деву Марию воплотился, вочеловечился, явился нам, и нам преподает в пищу свое тело и кровь. И руки, распятые, растянутые на кресте, руки Спасителя, которые по замыслу мучителей должны были обозначать бессилие, бесславие человека. Человек не может пошевелить своими руками, но вместе с тем они, теперь уже духовно, они обозначают объятия. Объятия, то есть Господь всех нас призывает. Нет уже ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного, но всячески во всем Христос. С любым грехом человек приходи, кайся, исправляйся, веруй в Бога и спасешься. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так говорит о силе крестного знамени. Слава Господи, никогда не изнемогающей силе креста Твоего. Когда враг теснит меня греховным помыслом и чувством, и я, не имея свободы в сердце, изображу несколько раз с верой крестное знамение, то вдруг и грех мой отпадает от меня, и теснота исчезает, и я выхожу на свободу. Слава Тебе, Господи! Господи! Да не отторгает меня от Тебя ничто, ничто плотское, вещественное, да буду я всегда с Тобою. Как благо быть с Тобою. Да, в крестном знамени мы соединяем 3 пальца в знак веры в Святую Троицу, единого по природе, по существу Бога, но различного в 3 лицах Отца и Сына и Святого Духа. И 2 пальца соединяем вместе, обозначая этим 2 природы во Христе, которыми, то есть Господь соединил божественную человеческую природу в одном лице своем, Иисус Христовом. И Он преклоняется, то есть приходит на землю, милосердствует о нас, снисходит к нам. Поэтому эти 2 пальца мы пригибаем, прижимаем к ладони в знак смирения, преклонения Господа к нам. Но это, между прочим, означает, что и всякий человек должен нести свой крест. Вот праздник Воздвижения Креста имеет и неделю перед воздвижением, так называемый, то есть воскресный день перед праздником уже читаются библейские отрывки, посвященные этому празднику, и в субботу перед праздником читаются, и в сам праздник читаются также. И в этих чтениях, в частности в Евангелии от Матфея, 10 главе, напоминаются слова Спасителя, что кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Мы несем свой крест, мы берем на себя подвиг, иго, труд жизни во Христе. Это действительно самоотречение, это путь смирения, это путь принятия многоразличных скорбей и по нашим грехам, и в целом от всего несовершенства нашего мира. Но именно этими скорбями в нас убивается, распинается ветхий человек, как говорит апостол Павел, что ветхий человек умирает, а новый в нас обновляется. Нести крест Христов – это значит
терпеть различные поношения, это значит терпеть нападки, это терпеть бесчестие. Ведь крест не только мучительное орудие казни, но и позорное. Считалось в Ветхом Завете, что проклят всяк, висящий на древе. То есть казнь на древе, да еще когда человек возносится от земли, как бы над землей висит, это считалось казнью позорной. И Христа ведь распяли рядом с двумя разбойниками, их разбойникам причтен. И поэтому нередко бывает так, что человек, искренне стремящийся к Богу, он как бы подвергается различным позорным поношениям, скажем, увольнениям, клевете какой-то, неприятию от людей. И это все надо пройти, потому что Господь это все принял ради нашего спасения, и поэтому человеку для приближения к Нему тоже подобает это сделать. Вспомним, что юродивые ради избавления от тщеславия даже специально прикидывались безумными, чтобы люди их дразнили, кидали в них камнями, грязью, обижали их, для того, чтобы таким образом смириться. И вот здесь рассказывается о том, что спустя несколько веков после обретения креста Господня император вносил крест в храм и положил честное древо на плечи свои, для того, чтобы отнести его на прежнее место, и нес его, будучи облечен в царскую парфиру, украшенную золотом и драгоценными камнями, с царским венцом на голове. И тогда совершилось великое чудо. Царь внезапно остановился во вратах, которыми входили на лобное место, и, к удивлению всех, не мог ступить с честным древом Христа ни шагу. Захарий же, патриарх Константинопольский, вместе со всеми жителями Иерусалима, вышел навстречу царю с ветвями и финиками до самой Илионской горы и шел вместе с царем. И вот он видит светоносного ангела Божия, стоящего в тех вратах и возбраняющего вход. И сказал ему ангел: «Не таковым образом нес сюда древо крестный Творец наш, каким вы несете его». Видя и слыша то, патриарх вострепетал и, обратившись к царю, сказал: «Знай, царь, что невозможно одетому в богатые одежды и украшенному царскими украшениями нести древо сие святое, которое нес обнищавший ради нас Христос в состоянии уничижения. Если хочешь внести его, подражай его нищете». Тогда благочестивый царь Ираклий снял с себя пурпуровую парфиру и облегся в простую и бедную одежду, и понес честное древо святого креста уже без всякого препятствия, идя босыми ногами, внес его в церковь на то самое место, откуда оно взято было Хазроем, царем персидским, и снова поставил там крестное древо. И была великая радость и веселье у верующих по причине возвращения креста Господня, и они ликовали, как некогда израильтяне радовались возвращению от филистимлян ковчега завета. Они ликовали, воздавая хвалу распятым на кресте Христу, царю славы, и поклоняясь подножию его святого креста. Действительно, нести свой крест – это уподобляться Спасителю, так как Он сам постоянно трудился для людей, постоянно путешествовал. Он, как говорится в Евангелии, часто не имел возможности даже принять пищу от многолюдства. Он много поучал людей, а это тоже очень большая затрата сил психических и физических. Все-таки он имел человеческую природу, которая и уставала, и испытывал голод, и жажду. И, естественно, часто подвергался коварным вопросам от людей. Его хотели сбросить со скалы, мы можем и об этом прочитать. Вот это неприятие от людей, его приходится пронести и каждому ученику Христову. Господь говорит: «Меня слушали, и вас будут слушать. Меня гнали, и вас будут гнать». Апостол Павел нам напоминает, что всякий, хотящий жить благочестиво во Христе, будет гоним. Но ношение креста, как говорит преподобный Исаия Отшельник, есть упразднение всякого греха. Откуда рождается любовь, без которой не может быть ношения креста. Действительно, любовью мы крест несем, но для того, чтобы воссияла в нас эта любовь, та самая, которую нам всем так хочется, это главная заповедь: возлюбить Господа всей душой, всем сердцем и возлюбить ближнего как самого себя. Но надо для этого избавиться от греха. Потому-то мы крестом и избавляемся от греха. И пост есть крест,
и поклоны земные есть крест, и ночное бдение есть крест, и всякое терпение есть крест, который нас спасает. Замечательные слова говорит преподобный Иоанн Кассиан об этом. Крест наш состоит в страхе Господнем. Посему, как распятый не может двигать членов своих или обращать их, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желание должны направлять не к тому, что приятно нам, и что льстит нашим похотям, но по закону Господа, с которым мы сораспялись. И как пригвожденный ко кресту, не думает о настоящем и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем дне, не желает владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящих, не помнит прошедших обид, но считает себя умершим для всего вещественного, думает только о том, куда он пойдет через несколько минут, так и мы, пригвоздившись к страху Господню, должны умереть всему, то есть не только для плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким образом мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти. Согласитесь, это ведь и есть возлюбить Господа всей душой, всем сердцем, когда ты так будешь жить, что даже вот обычные свои земные дела ты будешь делать все для Бога, во славу Его, по Его заповедям, по Его помышлениям. И вспомним прочитанные нами сегодня слова Господни, что кто потеряет душу свою, тот ее обретет. То есть мы в этом смысле теряем свою душу, как бы умерщвляем ее для ветхой жизни мирской. Мирской в смысле чуждой, противной Богу. И тот ее обретет. То есть тогда твоя душа становится чистой, становится сильной, ты действительно ей владеешь, потому что в ней пребывает сам Бог, она живет по-настоящему. А тот, кто душу свою сбережет, захочет ее оставить для себя, вот, жить в свое удовольствие, тот ее потеряет. Тот потеряет. Разве вы не замечали, как, например, человек, вот, который говорит, что у него вера в душе, и ему не нужно ничего больше делать для того, чтобы эта вера была. Ну, как он, например, сам себя мучает страстью гнева, или рассеянностью, или бездельем, не знает, чем заняться, или просто постоянно томится вопросом о смысле жизни, периодически его посещает вот эта память смертная, он понимает, что мы все смертны, что все здесь несовершенно, что не надо собирать себе сокровища на земле, ибо здесь и моль, и ржавчина истребляют, и воры подкапывают и крадут. И вот эти постоянные сомнения и мучения, разве они могут сравниться с той силой, с той радостью, с той святой беззаботностью, беспечностью, с которой живет твердо верующий и в Бога человек и служащий Ему. Евангелие от Иоанна читаются слова Христовы, что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Моисей, когда напали змеи на израильтян, он сделал медного змея и по повелению Господню подрузил его на шесте, и глядя на него, вот по вере в него, израильтяне как бы исцелялись от укусов, то есть они не умирали. Поэтому и мы, взирая на Христа и поклоняясь Ему в духе и истине, то есть не только формально, скажем, нося на себя крест или накладывая крестное знамение, а действительно, будучи готовыми исповедовать Его имя пред людьми, кто исповедует Меня перед людьми, того и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. Вот тогда мы и восходим на небо вслед за Христом. Никто не восходил на небо, никто не может войти в этот мир духовный, никто не может прийти к Богу, потому что, как говорит Господь, «Аз есть дверь, мною, аще кто внидет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет».
никакими гаданиями, суевериями и тем более там, суетными религиями невозможно приблизиться к Богу. Только одно имя под небом, которое нам подобает спастись. Это имя Иисус Христос. Читается также и послание к Коринфянам. Первое послание в первой главе. Тут говорится, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. То есть для человека, который и не ищет правды Божией, для него непонятно, почему смерть и крест и страдания могут быть единственной и истинной дорогой в жизнь. А для тех, кто хочет и понимает, и верует, и принимает, тогда это сила Божия. Потому что, правда ведь, только тот воин, который готов выполнить свою присягу до конца, если надо и жизнь свою положить, только он и является победителем. Он или побеждает в бою, или даже если вдруг он в этом бою погиб, он все равно победитель. Потому что он сделал все, что мог. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Вот он, немощное Божие, распятый на кресте, Сын человеческий, но который воскресает и которого уже невозможно победить. Смерть уже над ним не имеет никакой власти. И еленской мудростью это не познается, то есть для еленов безумие, то есть просто умом, логическими заключениями невозможно войти в тайну креста Господня. Это тайна сердечной любви. Тот, кто хочет жить в любви, тот, кто упражняется, так сказать, в ней, тот, кто жертвует собой, тайна любви, конечно, неразрывно связана с жертвой, тот и поймет, что Господь как бы юродством, как сказано, юродством проповеди спас верующих. То есть вот этим безумием, а любовь настоящая, она всегда безумна. Мы так и говорим, да, влюбился без ума, там, потерял голову. Так мы говорим о настоящей влюбленности. Вот этим безумством проповеди Господь нам показывает, что истинная любовь нелогична, но сердечна. Сердцем мы чувствуем, что в кресте Господнем правда, и сами стараемся так жить. И от этого становимся все сильнее и сильнее. Почему для иудеев соблазн? Почему для иудеев соблазн? Потому что в данном случае здесь под иудеями подразумевается надежда на земное, надежда на сокровище земное, вот, на здоровье, на многодетность, на деньги, на земного царя, почему Христа и одно время было приняли, когда он, скажем, лечил больных и умножал хлебы. И когда он торжественно входил в Иерусалим, встречали его с песнями, с ветками, финиками, одежды свои бросали на дорогу. Осанна Вышний, да, благословен грядущий царь Израиля. Надеялись, что он освободит народ от иноземных захватчиков, сделает богатыми, всех счастливыми и так далее. Но Господь крестом показывает, что жизнь – это путь, жизнь – это школа, что собирать сокровища себе на земле не следует, что надо собирать себе сокровища на небе. И все здесь на земле – это испытание, это проверка для человека, и это возможность для него показать свою любовь к Богу и как бы научиться ей, научиться петь. Да? Почему мы так боремся за сосредоточенную молитву, потому что научиться сосредоточенно молиться, это и значит приготовиться к жизни вечной. Что еще предстоит человеку делать на небесах? Уж явно, конечно, не суетиться о земном, как это часто мы делаем, а вот в страхе, трепете и в радости, в ликовании предстоять престолу Божьему и воспевать Ему песни. Об этом можно прочитать в книге Апокалипсиса. «Я не желаю хвалиться, — говорит апостол Павел, это послание Галатам, 6 глава, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира. Христианин должен стремиться к такому состоянию, чтобы он мог сказать, что мне нечем хвалиться. Я не хвалюсь ни постами своими, я не хвалюсь милостыню, которую подаю, я не хвалюсь знанием, например, богословской литературы. Я хвалюсь Христом Господним. Мы можем только как бы приблизиться, подойти к этой победе. Сама победа уже совершилась для нас. Она уже совершилась. И уже тысячи людей, которых мы называем святые, они вошли в Царство Небесное. А мы можем только, как бы следуя по стопам Господним, мы можем только к этой победе присоединиться. Сами мы ее совершить не можем. Святой Иоанн Кронштадтский говорит: для чего святый крест явился царю Константину на небе? Для означения того, что крестом вошел в славу свою сам Господь наш, а также все апостолы и все мученическое воинство. Что крест есть непобедимая победа, что как крестом низложен дьявол, таким же крестом низложены будут и все враги креста Христова или христиан. Что через гонителей христиан действует дьявол, которого должно поражать крестом. Что гонимые христиане суть члены Христовы, воины Христовы, которые находятся всегда под заступлением Христа Бога и креста Его. На этих словах мы и будем завершать нашу беседу, потому что крест – это любовь. Бесконечная, безусловная, жертвенная, абсолютная любовь. А любовь сама по себе очень проста, но говорить о ней можно бесконечно. И поэтому о вере, о любви, о Боге, об Иисусе Христе, о кресте Господнем можно говорить бесконечно. Но разумеющему достаточно. И тот, кто слышит это слово и хранит его, тот через тело и кровь Христову, через святое причащение, которое совершается крестным знаменем, священник крестом благословляет святые дары, и они становятся таковыми, становятся телом и кровью Христовыми, тот сможет войти в тайну этой обновленной жизни, чтобы нам уходить в этой обновленной жизни, и сможет рассказать свою историю несения креста, свою историю победы над грехом и смертью, свою историю уподобления Спасителю. А это-то и ценно, что Господь дал нам всем свою победу, но каждый должен ее осуществить в себе, сам в своей жизни, что это едино для нас, для всех, но не одинаково для каждого, что мы соединяемся. А это и есть тайна троичной любви. С праздником вас, приближающимся в воздвижение креста Господня. Господь да благословит вас своим крестным знаменем, даст не мудрствовать земное, не мудрствовать греховное, плотское и лукавое, а мудрствовать о небесном, где Он сам восседает одесную Бога и Отца. Благодарю вас за внимание.